Всем здравствуйте! Сегодня 1 февраля, пошел 3-й месяц со дня празднования Дня тувинского языка. Дело в том, что 1 ноября был День тувинского языка, и в этот день проводился в интернете проводился конкурс, флешмоб, в котором каждый желающий мог записать видеозапись тувинского стихотворения на тувинском языке и выложить в сеть. И Текеев Адам Альбертович сделал то же самое, записал на тувинском языке стихотворение и тем самым дал очень такую полезную пищу для разбора, актуальную для нашей группы, для видеоуроков тувинского языка. И сейчас мы будем разбирать с точки зрения фонетики именно эту видеозапись. Давайте начнем. И атка ынак. Тынын берген чувези оу. Вот тут первое слово не очень слышно. Скорее всего, Адам Альбертович говорит «Тавагизи атканак». Давайте еще раз прослушаем. И атка ынак. Тавагизи атканак. Адам Альбертович произносит слово «атканак» как «атканак». «Атканак». Вот так вот. А если досконально разбирать с точки зрения фонетики тувинского языка, то «атка» в первом гласном слове «атка» лошади в первом гласном звуке имеется фарингализация, так называемая фарингализация. Или же по-тувински «укпадар», то есть при произношении этой буквы «атка» чувствуется напряжение мышц гортани, глотки. «Атка». Это первый такой нюанс в этом слове. И вторая изюминка этого слова в том, что русская буква «К», Адам Альбертович произносит эту букву как русскую букву «К», «атка». На самом деле в тувинском языке рядом с гласными заднего ряда произносится соответственно задняя буква «К», «К», «К». Не «к» передняя, а задняя «к», «к». Что значит гласные переднего и заднего ряда? При произношении гласных звуков в тувинском языке заднего ряда положение языка находится чуть в задней части ротовой полости. Например, вот к этим звукам относятся буквы. Нет, к этим буквам относятся следующие: А, И, О, У. Что значит гласные звуки переднего ряда? При их произношении положение языка в передней части ротовой полости. То есть, грубо говоря, произнося букву А и чуть выдвигая язык вперед, мы получим соответствующую ей переднюю пару. Вот сейчас продемонстрирую. Поняли, да? Передняя буква. К передним относится И, Ü. И. Выдвигайте язык вперед. И, У, да, О, Вот что значит гласные переднего и заднего ряда. Соответственно,
с гласными переднего ряда. Нет, если в слове есть гласные переднего ряда, то согласные звуки, буквы, такие буквы, как такие русские буквы, как Х, Г, К, передние. А с гласными заднего ряда им соответствуют другие звуки в туинском языке. Дальше разберем их точно так же. Тынын берген чүвези ол. Таным берген чүвези ол. Слово таным. Нет. Атқа нақ. Есть же слово еще нақ. Точно так же Адам Альбертович произносит его как нак, то есть переднюю букву произносит к. На самом деле буква А, И, буквы заднего ряда, звуки заднего ряда, и соответственно буква К заднего ряда. К, нак, ак, балық, тава, кизи, атқа нақ. Не атқа нақ, а атқа нақ. Вот. Атқа ынак. Тынын берген чүвези ол. Таным берген чүвези ол. Таным. С точки зрения произношения русского языка, то Адам Альбертович произносит все правильно, достаточно правильно. А если же переключить фонетику на тувинский лад, то таным, тан, глухая буква Т в начале слова в некоторых словах произносится с придыханием, так называемым придыханием. Что значит придыхание? Придыхание значит из грудной клетки посылается некий такой сильный, мощный поток воздуха. Таным, не тыным, а таным, тавак, тан. Вот в таких словах. Таным. Тынын берген чүвези ол. Танын берген чүвези ол. Танын слово разобрали. Значит, берген. Берген. Буква Б, русская, в тувинском языке, в начале слова произносится не так звонко, но и не глухо. Не П, берген, а берген. Нечто среднее между Б, звонкой Б и глухой П. 50/50 где-то так. А что значит голос звонкий? Что значит звонкие звуки? Звонкие звуки — это значит, что при их произношении участвует голос. А при произношении глухих звуков голос не участвует. Например, П глухая, а Б звонкая. И вот этот звук П, берген в тувинском языке, она такая промежуточная. 50% звука и 50% 50% голоса и 50% отсутствия голоса. Просто звук. Берген. Берген. Буква Г. Есть рядом с буквами Р, Л и рядом с гласными звуками произносится такая не русская Г, а Г. Сейчас разберем тонкости этой буквы. Согласные звуки в тувинском языке делятся на взрывные и щелевые. Что значит взрывные? Взрывные значит, что при их произношении органы ротовой полости смыкаются друг с другом. Г. В данном случае смыкается небо и язык. Г. Г. А щелевые — это значит, что эти органы
лишь приближаются друг к другу, не касаются. И поэтому щелевые звуки можно произнести длительное время, а взрывные лишь доли секунды. Понятно, да? Вот. И так как берген, как мы разобрали ранее, буква относится к гласным переднего ряда, то и буква Г, щелевая буква Г, будет переднего ряда. Г. Не заднего Г, а переднего Г. Это мы еще раз уяснили. Таңның берген чүвезі ол. Ну тут более или менее. Чувези оу. Тут более или менее нормально, но есть нюанс тувинской буквы Ч в том, что она чуть тверже, чем русская Ч. А чем определяется твердость и мягкость? По-моему, как я для себя понимаю, звук чем больше мягкий, тем больше мягкий, чем больше площадь поверхности, нет, площадь соприкосновения неба и языка буквы Ч. Ч более мягкий, а тувинская буква Ч, она тверже. И площадь соприкосновения языка и неба меньше. Ч. Передняя часть языка и неба. Ч. Чувезол. Чувези. Не чувези. Ч. Мягкая такая. Ч. А. Ч. Чувезол. Ажылғада, дайынғада. Ажылғада, дайынғада. Еще раз, буква Ж, отличие тувинской от русского в том, что буква Ж, она в тувинском языке наоборот, по-моему, чуть мягче, чем в русском. То есть площадь соприкосновения неба и языка чуть больше. Ж. Ажылғада. А в русском Ж. Желудь. Жизнь. Площадь чуть меньше. Участвует лишь передняя часть языка и неба. Ж. И, соответственно, если произнести русские слова с буквой Ж на тувинский лад, то будет так, следующая картина, например. Жизнь. Желудь. Жук. Вот в таком роде. Ажылғада. И мы уже разобрали буква Г. Рядом с буквами Л, Р, русская буква Г относится к щелевым буквам. Ажылға, Г. А так как буквы А и И заднего ряда, то и буква будет заднего ряда щелевая. Ажылға. Не ажылга, взрывная, а щелевая задняя, ажылға. И не щелевая передняя, как, например, сейчас продемонстрирую, переднюю щелевую, ажылға. Ажылға – это передняя щелевая, а ажылға – это задняя щелевая, так правильнее. Ажылға. Вот. И далее дайынғада, ажылғада, дайынғада. Ну, как мы уже поняли, что буква Д, Б, еще какая. Ну, пока эти две буквы. В первом слоге произносится чуть произношение их промежуточное между звонкими и глухими. Да, ажылғада. То есть не ажылғада и не ажылғата, а ажылғада. Сейчас послушай. Дайынгада, ажылғада. Вот, да, еще ошибка Адама Альбертовича в том, что он излишне озвучает эти звуки. Ажылғада, дайынгада. На самом деле они
промежуточный. Ажылға да, дайынға да. Дайынға да. Ну, букву Д поняли? Да, дайынға да. Тут еще интересная буква такая. Г. В этом случае русская буква Г будет относиться к задним, так как А и И задний, дайынға. И в этом случае она будет взрывная. Когда буква Г произносится взрывной после носовых согласных. Например, амғы, дайынға. Вот. Дайынға да, они передние, например. Сейчас продемонстрирую. Дайынға да. Вот как Адам Альбертович говорит. Дайынға да. А на самом деле она там задняя взрывная. Дайынға да. И чуть-чуть глухая, промежуточная. Дайынға. Вот. Дайынға да адырылбас жилі ол. Адырылбас. Но мы поняли, что буква Д, она тоже промежуточная. Адырылбас, не адырылбас, как произносит Адам Альбертович, а адырылбас. И буква Б такая же. Адырылбас. Тут еще нюанс в том, что адырылбас, буква И, переходит в такую некую редуцированную форму. Она произносится не так четко, как написано на письме, но и полностью не исчезает. Такая переходит в некую такую редуцированную форму. Адырылбас. Такая. Адырылбас. Не адырылбас, а адырылбас. Вроде она есть, и вроде ее нет. Адырылбас. Адырылбас жилі ол. Адырылбас жилі ол. Произносит Адам Альбертович. Адырылбас жилі ол. Жилі ол. А в этом слове жилі ол Адам Альбертович очень излишне смягчил эту букву, так как в русском языке буква И смягчает предыдущую согласную. Эжи. Ну, вот так вот. Адам Альбертович переносит законное произношение русского языка на тувинский. Вот. Эжиле ол. Надо эжиле ол. Эжиле ол. Поняли? А ты кижи аштавасда. Атых. Ат. С фарингализацией. Атых. И буква Г в конце слова произносится, несмотря на то, что рядом есть гласные заднего ряда, все равно произносится как согласная щелевая переднего ряда. Атых. Не атых. Не будет так, а в конце слова она произносится всегда щелевой переднего ряда. Атых, не атыг, не взрывная г, а атых. А ты кижи аштавасда. Адам Альбертович так и произносит. Атык кижи. Кижи, ну, мы уже разобрали букву И. Кижи.
Аштавасда. Аштаваста. Аштаваста. Ну, буквы Ш разобрали. Аштаваста. Мгм. Тут все пока понятно. Арткасынга торулбасда. Арткасынга. Но тут точно так же Адам Альбертович произносит как переднюю звуку К. Арткасынга. И буква Г излишне звонкая и переднего ряда. Арткасынга. А на самом деле надо арткасынга. Арткасынга. Передняя взрывная глухая артка. Потому что А относится к гласным заднего ряда, а сынга А точно так же задний и Н носовая. И соответственно Г задняя взрывная. Арткасынга торулбаста. Арткасынга торулбасда. Торулбас. Ну, Т с придыханием. Торулбас. И Б промежуточная. Атыккижи ана орбас. А ты же мы уже разобрали. Она орбас. Ну, тут тоже более-менее все понятно. Она. Тут все хорошо. Она орбас. Но тут тоже идет излишнее звучание. Орбас. Орбас. Ана орбас. Слышали, да? Она орбас. Ажыл иштен салдыкпасда. Ажыл иштен. Ажыл тоже разобрали. Уже иш точно так же. Ажыл иштен салдыкпас. Адам Альбертович произносит как салдыкпас. Салдыкпас. К передняя взрывная К. А надо задняя. Салдыкпас. Эртенелер бисте көвей. Эртнелер бисте көвей. Эртине. Ну тут если медленно произносить, то буква И, она имеет место быть. А в разговорной и быстрой речи она редуцируется. Эртнелер. Эртнелер. Эртенелер бисте көвей. И как и Адам Альбертович, русский язык же такой, он сам по себе такой мягкий, нежный такой. Буквы И, Е, Ё, Я, они значительно смягчают переднюю, нет, впереди стоящую согласную букву. Например, там яблоко, тяжело, тепло, небо. И Адам Альбертович произносит букву, например, эртнелер. Эртенелер бисте көвей. Эртнелер. Бисте. Ну, поняли, что промежуточное бисте. Көвей. Кövей. Вот смотрите, вот здесь вот очень правильно произносит Адам Альбертович. Кövей. Кövей. К. И Е относятся к гласным переднего ряда. Значит, согласная будет переднего ряда, которая соответствует русской букве К. Кövей. Эргек базып санатыр мас. Эргек. Ну, мы уже разобрали, что после буквы Р щелевая, не взрывная звонкая, а щелевая промежуточная. Эргек. Базып. Ну и тут тоже промежуточная П. Не базып, а базып. Эргек базып санатыр мас. Санат. Ну тут, скорее всего, слово санаттанмас. Санаттанмас. Ну тут буква И такая редуцированная. Санаттанмас. В остальном все понятно. Все нормально. Эмне дейди тостум бери. Эмне дейди. Эмне. Энне. Ну тут букву Ан Адам Альбертович плохо произносит.
Энне. Деди. Тут тоже излишнее значение. Деди. Деди. А надо деди. Эмне деди тостум бери. Тостум. Т. Тоже с придыханием. Тостум. И в конце буква Н. Тостум бери. Не бери. Бери. А вот. Бери. Пир. И в этом случае пир, в слове пир тоже такая переходная буква. Не передняя такая и, а переходная между и такая пир. Тостум пири. Не бери, а пири. Тостум пири. Эзерлик ат. Олдруин. Эзерлик ат олдрин. Эзерлик в конце слова г всегда во всех случаях произносится как щелевая передняя промежуточная. Эзерлик ат. Ат с фарингализацией. Олдрин. Вот в этом случае олтур и ин в разговорной быстрой речи он перешел в такую единую конструкцию, в котором буква У стала редуцированной. Олдрин. Вот так. Ну вот таким вот образом мы провели разбор видеозаписи Атамана Альбертовича. Сравнили наши два родных языка, тувинский и русский, и их законы фонетики. Надеюсь, что это было очень полезно всем слушающим. Мне это было очень полезно. И, наверное, это будет полезно и Адаму Альбертовичу. На самом деле, если выучить вот эти вот несколько правил, вот эти вот несколько нюансов, можно произносить вообще без акцента. Точно так же, как и Шон Патрик Куирк. То есть вот эти вот правила фонетики, они как таблица умножения. Если мы их вначале запомним и выучим, то все, автоматически будем в дальнейшем нормально, красиво разговаривать как на тувинском, так и на русском языке. Да, если эти законы будут полезны. Нет, если эти законы будут выучить русскоязычные люди, которые хотят выучить тувинский язык, то они будут красиво говорить на тувинском языке. А если тувинцы, желающие выучить русский язык, то они, соответственно, будут говорить красиво, без акцента на русском языке. Вот так вот. Будет полезно и тувиноговорящим, и русскоговорящим. На самом деле, надо красиво говорить на каждом языке, да? Будь то русский, тувинский, ну и другие остальные языки. Я сам лично тоже стремлюсь к этому, но и хочу, чтобы тоже русский язык был красивым, и тувинский, и все остальные языки не только нашей России, но и всего мира звучали красиво и правильно. Спасибо большое. До свидания.